С 20 по 24 мая в Башкортостане пройдут и уже проходят Дни народного здоровья, организованные Республиканским кардиологическим центром при поддержке Минздрава Республики Башкортостан. Каждый день, друзья, разная программа, разные мероприятия. О том, что ждет сегодня всех жителей и гостей нашего региона, расскажет наши гости в студии. Ирина Евгеньевна Николаева, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Башкортостан, главный врач Республиканского кардиологического центра. Ирина Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро вам. Слушайте, мы уже сказали о Дни народного здоровья. Что это за проект? Какие у него цели? Какие задачи? На самом деле этот проект уже достаточно имеет серьезный возраст, ему уже 9 лет, и 9-й раз именно в мае мы проводим эти замечательные дни, когда вся медицинская общественность привлечена к работе с пациентами, с пациентским сообществом, со здоровыми людьми, с людьми из разной возрастной категории. У нас есть и детская программа, и программа для медиков, и программа для трудоспособного населения, программа для ветеранов наших. Это очень важно, потому что нам с возрождением, с весной нужно еще раз обратить внимание наших жителей на свое здоровье. Известно, что только 20% сохранения здоровья зависит от медицинских работников. Это реально так. А 80% это усилия человека, который должен понимать, что дороже здоровья, дороже жизни у него ничего нету. И для того, чтобы быть полезным обществу, для того, чтобы растить детей и внуков, конечно, нужно иметь определенный уровень здоровья. Именно это и является самой главной для нас задачей сегодня – привлечь внимание к состоянию своего здоровья. За эти дни проводятся скрининги, за эти дни проводятся уроки здоровья как со взрослым населением, так и с детишками. И наши коллеги из Госмедуниверситета, преподаватели детских кафедр сегодня ежедневно работают со школьниками, ездят и проводят эти уроки. Это для нас очень важно. Наши доктора и доктора из поликлиник проводят дни открытых дверей, когда можно попасть на прием к врачу и уточнить свои показатели здоровья, уточнить свой дальнейший путь в медицине и путь по сохранению здоровья. Вчера у нас был замечательный футбольный матч, которым мы традиционно открываем наши дни народного здоровья. Это матч хирургов и пациентов, которые прооперированы этими хирургами. Это пациенты после трансплантации сердца, после трансплантации печени и почек. Ого. И они играют и показывают, что они могут жить полноценной жизнью, даже после таких сложных операций. Кто победил? Восхитительно, да? Кто победил? Вопрос. Победила дружба. На самом деле победила дружба. Все играли замечательно. Это Республиканская клиническая больница и Республиканский кардиологический центр. Мы вышли со счетом 3-3, но по пенальти победила Республиканская клиническая больница. Ноги длиннее у ребят. Тут не ноги, тут руки. Если что. Или руки. Наши руки не для скуки. Тик-тик. Правила футбола не очень хорошо знаешь, да, судя по всему? Но мы всегда... Я знаю жизненные правила. Но мы всегда считаем, что победила дружба. И самое главное, что мы показываем этими матчами, Это вообще круто. что жить можно в любой ситуации и нужно сохранять здоровье. И наши ребята, те, кто живут сегодня в республике с пересаженным сердцем, они все с нами дружат, мы на связи постоянно. Они прекрасно знают, что им делать дальше, чтобы жить. Поэтому медицинские работники всегда говорят, сохраняйте здоровье тогда, когда оно есть. Это очень важно. Профилактика важнее лечения. Сегодня тоже у нас важный день. Сегодня мы работаем и по всей республике, в разных районах проводятся по плану различные мероприятия. Наш кардиодесант сегодня вылетает на вертолете в Кушнаренково для того, чтобы передать флаг здоровья. Эти флаги здоровья ежегодно передаются в разные районы республики, тоже привлекая этим внимание жителей района к тому, что можно делать, что нужно делать, как нужно жить, чтобы жить весело. Ну, это очень хорошо и правильно, на мой взгляд.
И еще очень важно, что в эти дни с нами рядом те учреждения, которые отношения к медицине не имеют. Это Министерство просвещения, которое помогает нам проводить уроки здоровья и приводит детей на площадки на наши лечебные учреждения. Это физкультурники наши и спортсмены, которые нам помогают проводить зарядку с пациентами. Доктора из поликлиник, которые занимаются и проводят не только прогулки с кардиологом, как мы традиционно всегда делали, но и прогулки с терапевтом, когда он может ответить на любые вопросы жителей района. И, на мой взгляд, очень важно, что программа поделена на блоки. Каждый блок – дети, с ними разговариваем на их языке, молодежь, разговариваем на языке молодежи, взрослые люди, мы разговариваем на языке взрослого человека. Это очень важно понимать, потому что я считаю, что тебя слышат тогда, когда ты говоришь, глядя глаза в глаза, с роста человека, которого ты видишь перед собой. Все индивидуально для всех слоев населения. Ну и помимо вот таких мероприятий, еще же большой праздник, прям народное гуляние состоится. Да, вот сегодня они состоятся как раз в Кушнаренково, эти гуляния, а в пятницу у нас в парке будет большой праздник, посвященный... Парк Аксакова, напомню, да, нашим Аксакова. сад даже Аксакова, да? Да. Посвященный здоровью. В этом празднике очень интересно сплетаются скрининговые мероприятия, то есть измерение давления, анкетирование на выявление факторов риска. И в то же время это и концертная программа, это прогулки с кардиологом, это приподнятая атмосфера, песни, участие наших артистов. И вот ребята, которые у вас сегодня были, это тоже наши друзья, которые принимали участие в наших праздниках. И когда вы сказали, что 7 часов для них рано, на нашу оперативку они приходят 7:30 и поют. Замечательно. Было бы желание и было бы мотивация. Слушайте, ну очень хорошо, что вот в таком формате для детей, можно сказать, игровой, да, для взрослых праздничный, обращаются к здоровью. Потому что всегда вот, когда идешь в больницу, да, на прием, немножечко страшно, так как-то волнительно. А тут вот в таком хорошем настроении можно обратиться к тем факторам, которые помогут в дальнейшем реже ходить к врачам. Вечеринки за 30 сейчас мы обсуждаем. Опа, а у вас инфаркт. Так вот, чтобы до инфаркта не дожить, доводить. и нужно сегодня понимать, за какими показателями нужно следить, и какие показатели цивилизованный человек должен знать. Евгений, ну вот тогда сразу, вот самый главный фактор, так скажем, здорового сердца. Вот сейчас люди, которые нас вот смотрят, есть ли какой-то определенный, вот нужно каждому обязательно вот делать что-то, не знаю, высыпаться? Нужно, да. Или что-то? Ну, это тоже в том числе, это и называется здоровый образ жизни, как бы это ни звучало банально, но здоровый образ жизни, он есть здоровый образ жизни. Зоша, То есть ребята, человек должен двигаться, человек должен ходить, человек должен свои эмоции держать под контролем, потому что негативные эмоции – это тоже плохо для сердечно-сосудистой системы, особенно для сосудов, которые очень гибкие, очень подвижные, они могут спазмироваться и приводить к всяким негативным последствиям. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это питание. И я очень рада, что сегодня питанию уделяется достаточно большое внимание. Не нужны перегибы, но нужно понимать, что тарелка должна быть поделена на 3 части, и что традиционно 40% это овощи и фрукты, 20% и 30% делятся на белки, жиры. И вообще об этом можно говорить долго. Бесконечно. Да, и вот как раз эти дни для этого и созданы. Да, но самое главное, как сказала Ирина Евгеньевна, друзья, 80% это работа ваша, и только 20% вам помогает медицина. Вот об этом как раз-таки проходит с 20 по 24 дни народного здоровья. Друзья, мы благодарим нашего гостя, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Башкортостан, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Евгеньевна Николаева. Спасибо вам большое. Спасибо вам.
Мы знаем, что ваши праздники нашего народного здоровья прошли хорошо, результативно, и все больше и больше людей вот здесь вот поняли и осознали, что здоровье каждого, друзья, в ваших руках.